Мы сотрудничаем уже не первый день и даже не первый месяц. Мы развиваем наши отношения во исполнение, во-первых, тех добрых и дружеских отношений, которые складываются между нашими странами, и теми особыми отношениями, которые сложились у Республики Саха-Якутия с провинцией Хайлудзян. В рамках этих отношений, в развитии этих отношений мы несколько раз встречались уже, в том числе в рамках второго российско-китайского экспо ваш покорный слуга, вице-губернатор провинции Хайлудзян и заместитель министра транспорта Российской Федерации договорились о подписании протокола намерений по строительству как раз мостового перехода через реку Лена. Вот, собственно говоря, тот документ и определил вот это движение. Сейчас китайские коллеги, китайские потенциальные партнеры находятся здесь для того, чтобы посмотреть местные условия, оценить свои возможности. Мы считаем, что 18 бюро это очень серьезная компания, которая имеет серьезный опыт в подобном строительстве, в том числе и на мерзлых грунтах. Поэтому договорились о том, что, ответив на вопросы, которые у наших партнеров возникли и возникнут еще, мы сделаем опять-таки план действий, который приведет в итоге к подписанию соответствующей государственной, вернее частной инициативы по отношению к государству, которая была поддержана Министерством транспорта Российской Федерации. Поэтому встреча хорошая, конструктивная, будем двигаться дальше. Напомню, что мы общаемся с разными инициаторами этого проекта, и в том числе с уважаемым бюро. Наша позиция – это, конечно, совмещенный мост, но вы все знаете о тех финансовых ограничениях, в которых мы все вместе, всей страной находимся. И в этой связи первым этапом мы говорим о строительстве автомобильного моста, но на платформе, которая позволит далее его разогнать, что называется, или достроить, в том числе по железнодорожной ветке. Это первое. Второе, то, что касается денег, то базовым условием для инвесторов и для поддержания частной инициативы является то, что этот мост, этот объект, он учтен в государственной федеральной целевой программе развития транспорта до 2020 года. Спасибо. Еще вопрос. Павел Васильевич, скажите, пожалуйста, две компании к нам уже приезжали, вообще с учетом их, сколько вообще китайских компаний заинтересованы в этом проекте, и как будет осуществляться все-таки выбор, кто первым подаст конституционную эту инициативу, частную, либо по каким-то другим требованиям? У нас действительно есть несколько интересантов по этому проекту, и мы очень этим довольны. Считаем, что мы должны прежде всего определиться на основе той подготовительной работы, которую проведем, поймем, кто наиболее подготовлен к реализации этого проекта. И точно так же наши китайские друзья и партнеры поймут, насколько им удобно здесь работать. Что касается самой процедуры, то она четко определена законом. И процедура будет осуществлена в соответствии с законом. Финансовая модель – это еще тот документ, который не разработан, поэтому я бы не говорил об этом сейчас.